Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Просить прощения у Аллаха Субханаху ва Тааля – один из больших причин, который от Аллаха Субханаху ва Тааля благодать к нам идет. И она продолжается. Аллах в Коране говорит: «Валау анна ахлал кура аману ваттакау, лафатахна алейхим баракатин мина ас-самаи вал ард, валакин каззабу фаахаднахум бима кану яксибун». Если бы люди сел и также в городах разницы нету, которые живут, люди уверовали бы и боялись бы от Аллаха Субханаху ва Тааля, я, говорит, им открыл бы баракат, благодать из небес и земли. Но они, говорит, не приняли истину, каззабу. Они посчитали ложным откровение от Аллаха Субханаху ва Тааля и пророка, фаахаднахум бима кану яксибун. Поэтому за это мы их наказали за те деяния, то, что они сами сделали. У грехов след очень большой. Грехи уничтожают благодать от Аллаха Субханаху ва Тааля, и это притягивает наказание. Аллах в Коране говорит: «Лакад кана ли сабаин фи масканихим ая». Поистине был поселение сабейцев знамение. «Джаннатани ан ямин ва шималь». Два сада справа и слева. «Кулу мир ризки раббикум». Вкушайте из благодать и удел от вашего Господа. «Вашкуру лах». И благодарите Его. Прекрасная бальдатун тайиба ва раббун гафур. Прекрасная страна и прощающий Аллах. Что случилось с этими событиями? Что случилось? Аллах нам приводит пример. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Они отвернулись от религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Я к ним не спаслал Сейл аль-Арим, большой поток, который этот плотина, который оторвала. Большой поток послал к ним. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ. Я заменил им, которые у них были два хороших сада, два сада, которые нету деревьями, которые нету их плоды, и что-то из деревьев лотоса. Для чего это было? ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. Я это наказал их, им это джаза сделал, наказание дал за то, что они не уверовали, за то, что они кафирами стали. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. Мы наказываем них, кроме кафиров. Аллах Субханаху ва Тааля. Так как просить прощения у Аллаха Субханаху ва Тааля является на земле, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал благодать, также и грехи являются, чтобы на земле появились фитан, искушение, вражда, война. Как Аллах в Коране сказал: «Захар аль-фасаду фил барри валь бахри бима касабат айдин нас». Появился фасад, нечисть на земле и на море за то, что сделали сами люди. «Лиюзиқахум ба'да аллади амилу ла'аллахум ярджиун». Почему это? Почему такое наказание от Аллаха Субханаху ва Тааля? Это чтобы они вкусили некоторые наказания, быть может, они вернутся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Из этого, братья мусульмане, мы должны постоянствовать истигфар, просить прощения Аллаха Субханаху ва Тааля и не быть беспечным к нашим грехам. Сделали грех, ошиблись, сразу вернуться к Аллаху Субханаху ва Тааля, просить прощения у Него. Наши предки говорили: не смотри, какой бы маленький грех не был, не смотри, что это маленький грех, смотри, кого же ты ослушался. Маленький, большой – это другой вопрос, но ты ослушался Аллаха Субханаху ва Тааля. Какой бы маленький и большой грех уже написано, как Аллах в Коране сказал: «Вакуллю сагирин ва кабирин мустатар». Каждый маленький и большой написано, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Судный день человек скажет: «Я ва якулуна я вайлатана ма ли хадал китаби ла югадиру сагиратан ва ла кабиратан илля ахсаха».
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Люди скажут в судный день: что с этой книгой, которую наши руки дали? Она не оставила ни маленький, ни большой, кроме как она посчитала. Написано все то, что мы делаем. И люди нашли все, что они делали перед ним. Уже предписано нашли. И твой Господь никого не притесняет. Никому зульма не делает Аллах субханаху ва та'аля. У людей может быть этот грех маленький, но за этот грех, может быть, этого человека Аллах субхану ва та'аля уничтожит. Истории мы знаем, которая случилась с рабом, который вместе был с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Они остановились в одном долине, Вадиль-Кура, и какая-то стрела прилетела, шальная стрела прилетела и попала этому рабу и умер. И тогда люди сказали: «Хани'ан лаху шахада». Поздравляем, что он стал шахидом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Смотрите, грех, какой раб сделал, хотя он шахада умер на пути Аллаха, за это Аллах субхану ва та'аля его наказал. Смотрите, что он сделал. Клянусь тем, в чьих руках находится моя душа, говорит. Тот шамля, это плащ, который он украл, ден Хайбара из этого трофея, пока не разделили, он, который себя взял этот плащ, сейчас, говорит, на нем она горит. Этот плащ, говорит, сейчас на нем горит. Он мог бы получить шахаду за это маленький, за это грех. Если мы скажем, что там плащ он украл, взял. Это плащ, говорит, на нем горит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Другой хадис тоже мы знаем, как Аллах субхану ва та'аля наказал женщину за кошку, которую она дома держала, не выпустила на улицу, чтобы сама пропиталась. И дома держала, от голода умерла. За эту кошку Аллах субхану ва та'аля наказал его наказанием ада. Из-за этого будьте осторожны, о братья мусульмане, о мусульманки. Покайтесь, вернитесь к Аллаху субхану ва та'аля. Не говорите: завтра покаяние сделаю, завтра будем просить прощения у Аллаха субхану ва та'аля. До завтра доживем, никто не знает. Сколько мы видим молодых людей, ничего не болеет, здоровые умирают, и старые люди уже до сих пор живут. Сколько мы видим, врачи умерли, который он лечил, что живой. Из-за этого не ждите на завтра делать покаяние. Не говори: я молодой, заходи к кладбище, смотри кладбище и почитай там год рождения и день смерти. Молодые умершие сколько там и стариков сколько. Ты найдешь намного больше молодых. Из-за этого покайся сейчас, пока не придет тот день, который ты будешь говорить в судный день: я вайлятана. Что здесь с этой книгой? И она не оставляет ни маленькое, ни большое. Просить прощения Аллаха субхану ва та'аля, это является защитой от бед. Аллах в Коране говорит: «Вама кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун». Аллах субхану ва та'аля их не будет наказывать, пока они будут просить прощения Аллаха субхану ва та'аля. И про Юнус, алейхиссалам, мы знаем историю Юнуса, что его проглотила кит. Аллах говорит в Коране: «Фалаула аннаху кана минал мусаббихин, лалабита фи батнихи иля яуми юб'атун». Если бы, говорит, он не поминал Аллаха субхану ва та'аля, не делал таспих, он, говорит, остался бы в животе, утробе этого кита до судного дня. Потому что он дуа делал: «Ла иляха илля анта субханак инни кунту минал залимин». Это дуа делал, Аллах субхану ва та'аля спас его. Покаяние, просить прощения Аллаха субхану ва та'аля, это очистит твое сердце. Как в хадисе сказано, каждый грех ставит точку на сердце черную, каждый человек, когда кается, это грех стирает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который Аллах субхану ва та'аля простил его прошлые и будущие грехи, он говорит: я день 100 раз прошу прощения у Аллаха субхану ва та'аля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, день 100 раз просит у Аллаха субхану ва та'аля прощения. А ты мусульманин, который каждый час и каждую минуту, который делаешь грехи, сколько раз в день прощения просит у Аллаха субхану ва та'аля? Из-за этого мы должны постоянно привыкать, и чтобы у нас язык постоянно был влажный от поминания Аллаха субхану ва та'аля и просить прощения Аллаха субханаху ва та'аля. Ва саллаллаху та'аля ва саллам аля набийина Мухаммад. Не забудьте нас и наших братьев, которые на земле сейчас находятся в угнетенном положении, делать дуа перед ифтаром. Этот момент, Рамадан месяц, является благой месяцем, который Аллах субхану ва та'аля принимает дуа. Ворота рая открыта, ворота ада закрыта. Просите Аллаха субхану ва та'аля прощения для себя, для своих братьев.
Просить Аллаха Субхану ва Тааля победы для мусульман. Ваджзакум Аллаху хайран. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.